Андрей Николаевич, следующий вопрос. Какие инструменты вы считаете эффективными для развития межрегионального туризма? Инструменты, ну классно, я могу сказать, у нас сейчас мы программу делаем, такая интересная, ну вообще с нуля она получилась, идея татарской автономии омской. Они делают подворье сибирского татарина. Вот само название «сибирский татарин» для многих, кто живет в Сибири, для них понятно, для всех остальных непонятно. Они отличаются и внешне, и особенностями языка, и культурой, и бытом, и ну всем. Это отдельный мир совсем. Вот когда мы говорим межрегионально, я татарин, живущий в Томске, объяснил, что есть в Курганской области тоже живут сибирские татары, они проводят сабантуй. Их сабантуй отличается от сабантуя, который проводят в Казани или в Подмосковье, например. Это вот когда особенности. Я хочу посмотреть из одного региона, у нас уже это утратили, посмотрю в другое место, посмотрю, как там живут, как это делается. Ну и еще один важный момент межрегиональный. У нас сегодня у молодежи, как бы это странно для многих не звучало, так как я работаю очень тесно в этом плане, огромная потребность в передаче детям наследия предков. Но большинство сегодня молодых ребят это окончательно утратили. И они хотели бы повести своих детей, показать, как это должно быть. Это первый вариант. Навестить другого, то есть приехать просто посмотреть. Второе, ради пира, то есть то, что мы сегодня увлеклись так называемой национальной кухней, то есть кухня, а есть традиции застолья. Это два принципиально разных термина, и в большинстве мы, к сожалению, скатились чисто на кухню, а вот традиция застолья как раз подразумевает то, что это то, что называют в народной терминологии, это ведение стола, это рассадка гостей, это подача блюда, определенный порядок подачи блюд, это в данном случае рассказ о том, какое блюдо по какому поводу готовится и чем особенность того же блюда подана на тот или иной праздник. Но следующий такой, это если подали, то это досуг. То есть человек проводит какое-то время, приехал в гости, ну, как мы говорим, приезжай ко мне на рыбалку. Мы пойдем по рыбе. Ну, к рыбалке прилагается, как обычно, ну и так далее. И очень важный момент, который у нас часто упускают, что вот гостеприимство, если брать же опять же подалю, кто такой гость, зачем он приехал, пришел в гости? Для беседы и другого. Вот, к сожалению, вот у нас забывают о том, что если турист, он приехал, выполняет некие действия по технологической карте, встретили, расселили, отвезли, показали, дали экскурсоводы и так далее, то Севуса, она может возродиться и подняться до такой высоты ранее неведомой, потому что у людей появилась потребность в живом общении. И вот эта беседа, о которой мы говорим, в данном случае является определяющим фактором, что если я приехал в гости, со мной должны разговаривать, причем разговаривать не казенным языком.